На повороте на улицу Адыгейская непривычно большое скопление автомобилей и дорожной техники. Причина радует. Начался последний этап капитального ремонта улицы. Как нам сообщил директор Абхазавтодора Борис Ачба, общая протяженность улицы Адыгейской составляет чуть больше 3 километров. 1,5 километра уже заасфальтировано, а на оставшемся участке асфальт будет в 2 слоя. Сейчас здесь идут работы по укладке выравнивающего покрытия. Кроме того, на всей улице заново проложили ливневую канализацию и водопроводные трубы. Сметой предусмотрена также и укладка тротуаров. Проектная стоимость всех работ составляет 31 миллион рублей. По словам специалистов, ремонт дороги будет завершен к началу мая. Еще одно приятное событие для жителей села Яштхуа. Во второй средней школе уже более 2 лет протекала крыша. Правительством республики на капитальный ремонт кровли учебного заведения было выделено порядка 4 миллионов рублей. И вот буквально несколько дней назад работы были завершены. Как начали крышу делать, в течение месяца бригада делала колоссальную работу, которая сейчас уже перестала течь, крыша. Внутри осталось, надо делать ремонтные работы, внутренняя очень большая работа появилась, потому что у нас что было все сделано, капитальный ремонт, все было пущено, испортилось. То, что школе необходим капитальный ремонт, видно невооруженным взглядом. Из-за того, что крыша долго протекала, сильно пострадали помещения 2-го этажа. В половине здания нет электричества. Вопрос энергоснабжения нужно решать кардинально. Так как линии электропередачи не выдерживают нагрузок, зимой школа отапливается с помощью дровяных печей. Но в администрации села обещали помочь. Я встретился с главой администрации района. Мы поговорили, там внутренние работы, чтобы делать, сумма составляет большая, но если родители по силе возможности сколько могут, чтобы помогли школе. И район тоже обещал, чем сможет, район будет поддерживать. До сентября хотя бы, чтобы привести школу в порядок, чтобы 1 сентября школа была готова для принятия учащихся. Учебное заведение рассчитано на 340 мест, но сейчас здесь обучается 70 детей с 1 по 11 классы. Школа армянская, и все предметы учащиеся изучают на родном армянском языке. Как и во всех общеобразовательных учреждениях Абхазии, в прошлом году здесь сдавали промежуточные экзамены по абхазскому языку. Молодой педагог Фируза Джикерба работает в школе 3 года, и, по ее словам, дети хорошо усваивают предмет. Я увидел гвоздя. Кама, адукран, бама. Кама, ты видел подснежников? Дети стараются, учат по-разному, по всем предметам, которые хорошо учат, и абхазский язык тоже для них дается очень легко. Они в первый раз сдавали экзамен, было чуть-чуть сложно, но все сдали удачно, успешно. С появлением качественной дороги, как говорит Фируза Джикерба, ей легче будет добираться до школы. Девушка постоянно живет в Гудауте, и дорога занимает много времени. Легче и удобнее, конечно, будет и всем жителям улицы Адыгейской и села Яштхуа. Ведь одно из главных условий улучшения жизни людей – развитие инфраструктуры.